short history. Немного истории. Вы знаете, война началась здесь в 1994-м. Первая война. Да, первая война. Yeah, first war. В принципе, они, как правило, мало что знают о войне, и поэтому да и мне как-то не очень хочется вдаваться во все подробности, потому что крайне важный момент я могу передать, но во всех деталях, во всех подробностях я стараюсь этого не делать, ну, разве что когда у них есть вопросы. Ну, там основные пункты. Итак, во Вторую Чеченскую войну русские военные называли эту дорогу «Волчьи ворота». Горы, лес. Очень сложно контролировать территорию. Я учился в Пятигорске с 2000 по 2006 год. А в первую кампанию тоже мы были в Ингушетии. Но в первую кампанию это получилось случайно, где 26 ноября мы ехали, ну скажем так, на поминки моего двоюродного брата, который скончался в автокатастрофе. И так получилось, что мы выезжали, а вот танки оппозиции, если так можно выразиться, въезжали в город. Это было 26 ноября. Это был первый случай, когда я видел танки впервые в жизни. Здравствуйте, меня зовут Салахаддин. Я из Лондона, но мой отец пакистанец, а мама из Сирии. Сейчас у меня чуть больше 10 учеников. Это связано с тем, что я уже давно не даю рекламу. А также, когда мы с теми разъезжаем, я также приглашаю своих учеников, чтобы они присоединились к нам. А вот есть туристы разные, они те, которые запрашивают именно больше контакта с местными людьми, вот да, вот тогда их я приглашаю на занятия. Когда я начал преподавать, в один прекрасный день, можно сказать, позвонил мой друг Бекхан Гильгоев и сказал, что вот он уезжает в Германию, но к нему приезжает гость. Я его пригласил, честно говоря, к себе, потому что было интересно. Ну и он сказал, что если я хочу и дальше получать такую практику, мне следует зарегистрироваться на сайте Couchsurfing, что я и сделал. И после этого я начал получать запросы примерно раз в месяц в первый год. Это был 2013. Это желудок коровы, внутри там легкий, рис, еще всякая требуха. То есть это довольно такое экзотическое блюдо, я поэтому и заказал. Это вкусно или нет? А? Это вкусно или это... Ну, мне это вкусно, для меня это вкусно. Просто, например, не все отваживаются, скажем так. Но что самое интересное, европейцы почти все пробуют. Ну, единственное, там, вегетарианцы не пробуют, а вот азиаты не все пробуют. Вот. Ну, вот это меня немножко удивляет. Допустим, малазийцы, там всякие отлясы. А я, китайцам пробовал объяснить, они говорят, не беспокойся, мы китайцы, мы все едим. Потом 2 раза в месяц, 3 раза в месяц, а сейчас очень огромное количество, приходится многим отказывать. Ну, сейчас я могу уже выбирать, если с какого-нибудь интересного региона, то если есть возможность, я принимаю. Абдулла Боков, мне 39 лет, скоро будет 40. Занимаюсь преподаванием английского языка и туризмом. Так, едем сейчас в хостел, забираем наших гостей. И, скорее всего, они там не завтракали, где-нибудь позавтракаем. И потом поедем в горы Итумкали. По пути там водопады и башни. Мне будет просто интересна их реакция на башни. Их отец выходец из Пакистана, мать из Сирии, но сами они коренные лондонцы. Мой друг, он учился в Лондоне. Отец вот этих вот ребят, он как-то принимал его в гости, оказывал всяческое содействие. Сейчас этим ребятам удалось приехать сюда, и мой друг предложил, спросил, могу ли я показать им что-нибудь, как бы мы могли максимально занять их досуг здесь.
Я был просто в восторге. Ну, как обычно, я ему сказал, твой друг, мой друг. Парни, как насчет завтрака? Вы завтракали? Немного. Давайте сначала позавтракаем. Есть другие компании, которые занимаются русскоязычными туристами, и я просто искал свою нишу. И поэтому, поскольку владею английским, немного французским, поэтому и выбрал работу с иностранцами. Сюда приезжают такие люди с опытом, которые уже попутешествовали, и которые понимают, что полностью основывать свое мнение о регионе на средствах массовой информации не стоит. Морковный сок. Морков? Морковный сок. Морковный сок. Yeah. Okay. Fresh. Okay, okay. Ну, это примерно такой же стереотип, как, допустим, у нас о Саудовской Аравии. Ну, в принципе, может быть, в Саудовской Аравии он действительно такой есть, как будто вот всех заставляет укрыться, укутаться, потом, ой, не делай это, не делай то, все вот, чуть что не так, тебя сразу побьют, убьют и такое. Одна будет у Руча, вторая у двух ушкалойских башен, Чингойские башни, потом на водопады. А как местные вообще к туристам относятся? Лояльно или? Никогда не слышал, чтобы были такие недовольные, никогда не слышал. Просто вот сегодня, когда мы зашли в хостел, когда они увидели камеру, он встрепенулся, потом есть такой немножко боязнь, что вдруг там журналисты что-то напишут плохое, и потом местное руководство... Нет, это связано не... В основном российские журналисты нормально пишут, просто иностранцы, они, допустим, снимают все, хорошее, плохое, но почему-то потом в передаче показывают плохое. Они вот просто приезжают, и потом говорят, а ты знаешь, вот есть такой стереотип там на Западе. Да, я знаю, ты не первый, кто это мне говоришь. Вот. Ну, просто, вот, допустим, приезжают, когда они видят, например, девушек, которые не в хиджабе, в первую очередь удивляет. Как так? Ее там, я не знаю, там полиция не арестовывает или что-то такое всякое. Второй момент. Когда видят, что есть наши женщины чеченские, которые путешествуют автостопом. Имеется, путешествуют именно по нашему региону, а не за пределами. Это связано с тем, что, допустим, они всегда есть автобус или маршрутка, например. Дело в том, что еще априори каждый чеченец должен видеть в чеченке свою родственницу, там, сестру, мать или что такое. Знаете, ее сложно выращивать, и она такая дешевая. А как это растет? Ее дергать надо? Да, она растет под землей. Стабильно, дальше некуда. Все, никаких проблем здесь, честно. Вообще? Ну, единственная проблема возникнет, если кто-то приедет сюда, допустим, с какой-нибудь политической агитацией. Видите эти шары? Обычно вы можете их увидеть на могилах шахидов. Ими отмечают могилы шахидов, которые погибли в Первую Чеченскую войну. Я упоминаю то, что было, чтобы они поняли вот этот контраст, который у нас сейчас. То есть то, что было 10-15 лет назад, и то, что сейчас вот этот, мне важно показать контраст, изменения. 15 лет назад это блокпосты, допустим, это был 2004-2005 год. Это южный район, да, и поэтому, просто ближе к границе, поэтому здесь сперва только просто милицейский пост, потом пограничный. Но так это не очень такой сложный пост считается. В Грозном вообще блокпосты через каждые 500 метров. В принципе, когда я работал в Красном Кресте, там была какая статистика. Большинство пропавших людей — это те, которые пропали именно на блокпостах. То есть приезжает автобус, оттуда снимают парочку человек, и потом неизвестно, куда они пропадают. Вот. Потом это, конечно, прекратилось, но это прекратилось, когда, допустим, парочку высаживают, парней или мужчин высаживают, и говорят остальным пассажирам: езжайте. Когда вот пассажиры уже стали не повиноваться, нет, мы не поедем без них, вот тогда, когда это массово пошло, вот тогда стали пропадать. Можно сказать, почти все здания, которые построены после войны, они построены на чеченском цементе, почти все. И вообще известняк, или как это называется, руда, порода для цемента добывается здесь, там с другой стороны трактор толкает все это в трубу,
И здесь уже внизу, когда вся эта пыль рассеивается, они грузят на БелАЗы и отправляют на завод. Вы, наверное, видели по пути БелАЗа, да? Для них есть отдельная дорога. Учился я в Пятигорский государственный лингвистический университет, факультет французского языка. И когда я закончил университет, я искал работу. Было два варианта. Либо идти в школу преподавать, либо искать что-то другое. Больше шансов было на стройку попасть. Как во «Властелине колец». Их строили специально, чтобы видеть ущелье. Да. Была еще возможность подать в гуманитарные организации, но там была очень большая конкуренция. И просто мне повезло, я в нужное время, в нужном месте оказался, подал нужную заявку и прошел. Когда люди жили вот в таких башнях, они набирали вот в таких ручьях воду. Обычно это делали женщины, и это было прекрасное место для того, чтобы познакомиться с девушкой. Парни приходили сюда, видели красивую девушку, шли следом за ней, узнавали, где она живет, а затем шли в гости к соседям и просили их представить. Это был 2009 год. В мой отдел мы принимали заявки от жертв, пострадавших людей в ходе военной кампании. То есть дело в том, что специфика Красного Креста, они работают именно с теми, кто пострадал от войны, либо кто-то получил ранение. Но не обязательно в ходе боев действий, но из-за подрыва семьи, чьи кто-то из членов семьи сидит в тюрьме именно по военным, из-за военных событий. Или же кто-то пропал без вести в семье. Именно с такими семьями мы получали от них заявки, и мы рассматривали, чем мы можем им помочь. Хабиб Нурмагомедов очень популярный. Мне нравится, что он выступает как своеобразный посол. При этом он очень скромный и думает о других людях, а не купается в собственной известности. Я его фанат, и поэтому выбрал такую шапку. Вот как только Хабиб проявил себя, все начали... Раньше покупали папаху, каракулевую. Да. Теперь все как у Хабиба хотят. Но это нормально, потому что она и дешевле, чем другая. Я давно хотел заниматься этой деятельностью, именно поэтому я и изучал языки, именно поэтому и закончил университет специалист в сфере туризма. Просто у меня с детства было это желание. Но в советское время нужна была и виза на выезд. И моим родителям удалось это один раз. Отец поехал в Болгарию, мать в Турцию. И после того, как она вернулась, у нее были такие яркие воспоминания. И потом, выражаясь современным языком, я подсел на передачу «Клуб кинопутешественников» Юрия Сенкевича. Вот. Но мне все это нравилось, и просто было очень интересно. Невероятно! Я никогда их здесь раньше не видел. Это горные олени. В первый раз вижу вот так вот на воле вот таких животных здесь. Я один раз видел косулю. Так, потом что я еще видел? Лань видел, и то издалека. Но они дикие? Вроде бы, потому что, в принципе, если я не ошибаюсь, правительство, руководство республики завезло сюда таких животных, они откормили, потом их выпустили, но я не слышал, чтобы они их выпустили здесь. Может быть, они мигрировали сюда. И потом был такой момент. Дядя еще хорошо повлиял на меня. Он вечерами слушал тогда радио «Свобода» на английском языке. Были такие промежутки времени, когда эта волна не глушилась, и он слушал. Потом его отец, мой дед, просил перевести, и я слышал, как мой дядя переводил с английского на чеченский. Ну, сначала я думал, что он действительно это понимает, действительно он это переводит, или он притворяется, что-то такое. Но потом оказалось, действительно он понимал, и поэтому у меня появился интерес к языкам. Хорошо.
Этот человек построил здесь мечеть, он здесь местный житель. Он просто для путников построил эту мечеть, за свои собственные средства все время сам поддерживает ее в хорошем состоянии. Там дело в том, что это очень интересная такая ситуация. Я был с немцами в прошлый раз, и немец был один мусульманин, то есть мы с ним молились, а второй там видел видеосъемки, и потом к нам подошел местный житель, Мухейд, его зовут, и когда он узнал, что это турист, он нас пригласил к себе. Сегодня он тоже пригласил бы нас к себе, но поскольку он вызвал рабочего, который должен был что-то там связано с электрикой, пригласил электрика, поэтому он не смог нам уделить время сегодня. Мы находимся на территории историко-архитектурного комплекса Пакоч. Это средневековый замок, основан в 14-16 веков. Но в 2011 году по инициативе главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова был восстановлен как музей. Конечно, тут да, очень много финансов, особенно с 2008, по-моему, по какие-то 12-13 годы, если я не ошибаюсь, были огромные федеральные бюджетные вливания. Ну и потом частный бизнес, по-моему, все-таки еще сыграл роль. Но государство все-таки серьезно вкладывается в развитие туризма. Честно говоря, комитет Министерства туризма тоже вроде бы довольно активно, и вроде они что-то делают, но, к сожалению, я как-то не связан с ними, я не могу ничего сказать. Просто, они, в принципе, надо им отдать должное, они довольно на хорошем уровне организовывают всякие фесты. Если честно, я не говорил многим моим друзьям, куда я еду. Говорил, что меня ждет удивительное путешествие. Я сделал пост в Инстаграм. Угадайте, куда я еду. Люди писали Сомали, Афганистан, Северная Корея. И важная вещь, которую я понял в Чечне, здесь безопасно. Я думаю, что люди здесь устали от войны, убийств. Они хотят мира. Они хотят, чтобы их дети имели возможность прийти, например, в этот класс и учиться. Иначе мы бы не смогли сюда приехать, как 5 лет назад, например. Во-первых, если они включаются в диалог, если они инициаторы коммуникации, скажем так, это значит, это мой успех как преподавателя. То есть ребята не замкнуты, готовы идти на контакт. И если они умеют это делать, это вообще замечательно. И, конечно, в идеале мне не хотелось бы, чтобы они уехали, мне хотелось бы, чтобы они здесь остались. Но в любом случае, я говорю ребятам, даже независимо от того, останетесь вы здесь, уедете, все равно вам язык пригодится. Все равно мы уже покупаем иностранные товары. И, допустим, иностранцы приезжают к нам. Сейчас это очень важно, знать иностранный язык. Вам зачем английский? Для путешествий, чтобы общаться с людьми. У меня много было планов, на самом деле. Изначально я начал учить английский из-за того, что я хотел учиться за границей. Но сейчас у меня другие планы. Я хочу стать учителем. Да, учителем английского языка. В 1904 году мой прадед по материнской линии, он основал здесь медресе. В то время здесь была татарская слобода, и потом революция, потом экспроприация у экспроприаторов, потом где-то, здесь жили люди в разное время, разные люди, и где-то, если я не ошибаюсь, где-то в середине 80-х годов потомкам Денишеха Арсанова, кузенам моей матери, им удалось выкупить это здание. Но потом развал Союза, 2 войны, как-то не получалось запустить школу. Потом, после второй кампании, когда Грозный массово восстанавливался, были субботники, в общем, это здание попало
как бы в особый список, и его решили восстановить. И, если я не ошибаюсь, это было по прямому указанию Рамзана Кадырова. Здесь это здание построено той же турецкой компанией, что и строила главная мечеть сердца Чечни. По-моему, она официально называется мечеть имени Ахмада Хаджи Кадырова, а вот сердце Чечни — это, скорее всего, прозвище такое. Но известна она, потому что построила та же турецкая фирма, что и эти же небоскребы, если я не ошибаюсь, вот довольно очень красиво сделано. Но, во всяком случае, по нашим меркам это вообще красивое здание, замечательное здание. Так и еще плюс в том, что да, у нас есть в центре Грозно, но также и в райцентрах строятся очень такие хорошие мечети там. Конечно, у меня в идеале большой проект, скажем так, но у меня все-таки есть такое желание, чтобы, вот, допустим, как-то найти партнера, скажем так, может быть, образовательное учреждение или спонсора какого-нибудь, чтобы которые могли бы пригласить моих студентов, допустим, на короткие языковые каникулы, скажем так, на пару недель. Вот это у меня, скажем так, ближайшая мечта. Видишь это здание? Это городская дума. Видишь два портрета – Путин и Кадыров. Раньше здесь было 3 фотографии – Путин, Кадыров-старший и Кадыров-младший. Но люди немедленно прозвали эту композицию «Отец, Сын и Святой Дух». Поэтому один портрет быстро убрали. И сейчас так получилось, что земли моего рода разделены между Чечней и Ингушетией. Вот, представители моего тейпа, моей фамилии, моей семьи со своими землями, но уже живут в 2 разных республиках. И, скажем так, не очень-то приятная такая ситуация. Но вот сейчас, вот, поскольку туда прокладывают дорогу, есть, ну, это уже хоть какая-то помощь. Вот да, там у меня, конечно, хотелось бы мне, если получится, то, ну, минимум гостевой дом, а, конечно, хотелось бы какую-нибудь гостиницу там. Это из пшеничной муки, это из кукурузной. Галнаш – название ресторана. Ой, знаете, у меня много было туристов с разных стран, но почему-то из Норвегии и Швеции никто не приезжает. Норвегия, Швеция, Исландия, Ирландия. Из Ирландии тоже никого не было. Хотелось бы ехать. А вообще это получается, что туристы, которые приезжают, это как бы волнами. Сперва были американцы, потом большинство стали немцы, потом японцы, потом итальянцы. А конец прошлого года и начало этого года было обилен французами, скажем так.